Домашний корт оказался медальным. 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей завоевали парабадминтонисты Чувашии на завершившемся в Новочебоксарске чемпионате России. На финальных играх побывала наша съемочная группа. От Москвы и до окраин 18 регионов страны делегировали своих спортсменов в Новочебоксарск для участия в чемпионате России по бадминтону среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. И во многом такой популярности этого вида спорта способствовал факт олимпийского признания парабадминтона, который будет дебютировать на играх 2020 года. Международная федерация бадминтона пока еще не утвердила регламент отбора, так что старший тренер национальной сборной Дмитрий Варфоломеев каждый турнир рассматривает как этап подготовки к предстоящим летним играм. 6 спортивных классов, в каждом классе будет представлено не более 7-8 спортсменов. Отбор будет вероятнее всего проводиться по результатам мирового рейтинга, соответственно, надо находиться в топ-7-8, чтобы отобраться на Паралимпийские игры. Капитан сборной Чувашии Юрий Степанов в мировом табеле о рангах парабадминтонистов занимает 13-ю строчку, так что в оставшиеся до Паралимпиады 2 года все усилия спортсмена направлены на то, чтобы пройти квалификационный отбор и реализовать свою мечту. Готов. У меня живу этим, я спать ложусь этим, встаю, чтобы у меня в голове одно и то же попасть на Паралимпийские игры. 49-летний парабадминтонист выступления на чемпионате России завершил по полной свой медальный актив золотой, серебряной и бронзовой наградами. Но уже через неделю ему предстоит скрестить ракетки с соперниками в борьбе за рейтинговые очки на международном турнире в Ирландии. Кстати, с Юрием Степановым в составе сборной России Чувашию будут представлять еще 4 подопечных Чебоксарского физкультурно-спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями «Феникс». Павел Попов, Владимир Николаев, Павел Куликов и Татьяна Гуреева. Вячеслав Ильин, Игорь Ульянов, Вести, Чувашия.